Мне снится, как я правлю косу. Мой отец говорит, сегодня люди собираются косить алас Миши. Я и Лев пойдем косить. Да вот я старый человек, боюсь, что надорву себе спину. На это я говорю им, я тоже пойду на сенокос. На это старик Семен отвечает мне, ты иди, ты новый человек, только сможешь ли ты косить траву? 4 долгих года длилась самая разрушительная и кровопролитная война в истории России, принесшая в каждую семью неисчислимые беды и страдания. Накануне войны численность населения Якутии составляла около 416 тысяч человек. Здравствуй, многоуважаемый боевой друг Гавриил Дмитриевич. Получил твое письмо и фотокарточку. От души рад, что ты жив и здоров. Передаю привет твоей жене, родителям и всем детям. С тех пор, как мы последний раз виделись, прошло более 20 лет. Такие большие года многое стерли в памяти. Даже чернила и то потеряли свой первоначальный цвет. Но суровые дни Великой Отечественной войны сильно врезались в мою память. Наверное, всю жизнь, до глубокой старости, буду помнить все до мелочей. Более 62 тысяч якутян ушли на фронт. Каждый второй из них не вернулся. В первые же часы войны вступили в бой и славные сыны Якутии, проходившие военную службу в Красной армии, а также учащиеся центральных вузов нашей страны. По всей Якутии прокатилась мощная волна митингов и собраний с гневным осуждением агрессора. Население выражало готовность защитить родину. В военкоматы поступило несколько сотен заявлений с просьбой отправить на фронт. Гавриил Дмитриевич Протодиаконов родился 28 декабря 1910 года в Алагарском наследии Батурусского улуса 10-м ребенком семьи. После окончания семилетки был назначен учителем Алагарской начальной школы. В 1939 году окончил якутский педрабфак и работал в системе образования родного улуса. 3 сентября 1941 года Гавриил Дмитриевич был призван в советскую армию. На войну он пошел зрелым человеком со сложившимся мировоззрением. Не пойти на войну он не мог, а как иначе смотреть своим ученикам в глаза. Биги бу Гавриил Дмитриевич Протодиаконов сайылгар келен турабыт онно кине бу кередданы ойнёбут тиитин тахыгар кине манна хериге барарбыт тиитин тахыр келен барастылахан ырыллабыт хериге барарыгар оннотун бу кине хами керис маха тиите болар. 15 августа 1942 года из Москвы штаб Уральского военного округа полетел приказ. В запасные части вашего округа поступила значительная группа якутов. Якуты – отличные охотники и отличные стрелки. Обратите внимание на эти их качества, обучайте на разведчиков и снайперов. 20 августа 1942 года в Москву с Урала ушло донесение. Из прибывшего пополнения якутов отобрано снайперов 95, разведчиков 17. И действительно, слава о метких стрелках и непревзойденных фронтовых разведчиках якутах из уста в уста и через газеты передавались по дивизиям, армиям и фронтам. Еще в мае 1942 года был учрежден нагрудный знак «Снайпер», которым удостаивались только те, кто имел право вести личный счет уничтоженным врагам. Счет уничтоженным фашистам одновременно с ними вели их помощники, напарники и командиры. Счет регистрировали и контролировали на уровне командования. Этим знаком награждены около 100 воинов-якутян. Они стали громкой славой армии и фронтов Великой Отечественной войны, грозой для немецко-фашистских захватчиков. О них в своих мемуарах и книгах с огромной гордостью и восхищением писали маршалы и дважды герои Советского Союза Иван Бакрамян, Василий Чуйков, Иван Конев и генерал-полковник Владимир Романовский. Чуйков в своих мемуарах писал:
Несправедливо было бы говорить только о снайперах и стрелкового оружия. У нас было немало снайперов-артиллеристов и снайперов-минометчиков. Я не могу забыть артиллериста-снайпера, снайпера-бронебойщика Протодьяконова. Речь идет об участнике Сталинградской битвы, который на Мамаевом кургане, оставшийся один на нейтральной полосе, из пушки 45-ки подбил несколько немецких танков. Затем прошел с боями пол Европы и штурмовал Берлин Гаврииле Дмитриевиче Протодьяконове. Сталинградская битва. Сражение между войсками Советского Союза с одной стороны и войсками нацистской Германии и их союзников с другой в ходе Великой Отечественной войны. Битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге была переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. «С вашей армией вы можете штурмовать небеса», — хвастливо напутствовал фюрер нацистского военачальника Паулюса, отправляя его на Сталинград. 5 апреля 1942 года фюрер обнародовал свои планы основных сражений этого года в направлении Кавказа и Сталинграда. На Восточном фронте было сосредоточено 74 дивизии из 270 действующих, включая 7 бронетанковых дивизий. Это около миллиона человек, поддерживаемых 1500 самолетов 4-й военно-воздушной эскадрильи. Секретный план Гитлера состоял в том, чтобы переправиться через Дон и Волгу, прорваться к нефтяным запасам Кавказа, Баку, открыть путь к Турции и Ирану. Движение германских войск не прекращалось. Удар по Харькову, предпринятый Советским Союзом, чтобы остановить наступление фашистских войск, был отбит. Из-за недостаточных разведданных советские войска ударили в самый центр немецких войск. 3 из 4 советских армий были практически уничтожены. Фашисты наступали в полную силу. Азов и Черное море тоже были потеряны. Советские войска отступили к Керченскому полуострову. Воодушевленные успехами фашисты шли к Сталинграду. В середине июня в этом направлении было сосредоточено 250 000 немецких солдат, 3000 единиц артиллерии и почти 500 танков и 1200 самолетов. Страшная битва за Сталинград началась. В этом огненном сражении показал себя с лучшей стороны Гавриил Дмитриевич Протодьяконов. В прославленной 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева он командовал орудием в 172-м гвардейском артиллерийском полку. В одной из ожесточенных схваток с врагом на подступах к Мамаеву кургану сильный пулеметный огонь противника не давал возможности продвинуться вперед нашим подразделениям. Одна из батарей 45-мм пушек 172-го гвардейского артиллерийского полка, в том числе и орудие, которым командовал Протодьяконов, выдвинулась для стрельбы прямой наводкой и открыла меткий огонь. Несколько вражеских пулеметов замолкло, но большинство уцелело и по-прежнему стреляло из амбразур дзотов, не давая возможности подняться нашей пехоте. 3 из орудийного расчета Протодьяконова были сражены пулеметными очередями. Сам Протодьяконов, будучи ранен, остался у орудия и один продолжал вести огонь, подавляя пулеметные точки врага. В этом бою расчет и он лично уничтожили 9 пулеметных точек, 4 блиндажа и 2 противотанковые пушки противника. В дальнейшем Гавриил Дмитриевич вступил в единоборство с вражескими танками. Об этом гвардии майор Падерин пишет. Наиболее яростные атаки повторялись на подступах к Заводскому району. Там, в долине между авиационным и заводским поселком, противнику удалось потеснить наших пехотинцев. Дюжина танков устремилась было к заводам, но тут же остановилась, затем попятилась назад. На нейтральной зоне остался один горящий танк. Прошло минут 10-15, и над долиной закружили юнкерсы. Сбросив бомбы, они ушли. Снова показались танки, и повторилось то же самое. На нейтральной остался еще один танк. Тоже так умело и точно поджег один танк, затем второй. Артиллерийские батареи, расположенные в городе на той стороне Волги, бьют залпами. Их снаряды ложатся вблизи от целей, а танки подбивает кто-то прямой наводкой из орудия, спрятанного где-то на пути танков, чуть ли не в нейтральной зоне. Бьют с короткой дистанции одиночными выстрелами, буквально по-охотничьи, навскидку и без промаха. Там копошился всего лишь один человек. Им оказался Гавриил Протодьяконов. Гавриил Дмитриевич рассказывал про тот случай.
Прямая наводка – это когда вокруг тебя метет свинцовая метель и целиться приходится через ствол пушки. Голову не поднять из-за щита. Прямая наводка. Значит, впереди всех, даже впереди пехоты. Это счет на секунды, от которого зависит выполнение боевой задачи и в конечном итоге жизнь твоя и боевых друзей. Удаль и боевая дерзость, помноженная на мастерство – вот что такое прямая наводка. В июле 1943 года, как только нашими частями был завоеван Пришиб, небольшой плацдарм в районе Богородичная, полк немедленно на паромах и по понтонному мосту переправил на правый берег Северного Донца всю материальную часть и занял боевые порядки, поддерживая продвигающуюся вперед пехоту. Пушечные батареи были поставлены непосредственно в боевые позиции пехоты для отражения танковых контратак противника. Как показал пленный немецкий солдат, Гитлер приказал любыми средствами ликвидировать плацдарм, завоеванный нашими частями на правом берегу Северного Донца. Фашисты срочно перебросили из-под Харькова одну танковую дивизию, подтянули резервы и с 20 июля начали яростно контратаковать наши наступающие части. Особенно тяжелые бои развернулись за крупный опорный пункт противника – деревню Голая Долина. Вот выдержки из памятной записки героя Советского Союза генерал-майора Вагина. На одном из танкоопасных направлений находилась на огневых позициях противотанковая батарея дивизии, командиром которой был лейтенант Шуклин. С наблюдательного пункта дивизии я наблюдал, что к району батареи движется до 30 немецких танков. Лейтенант, подпустив танки на 500-600 метров, открыл батареей огонь по танкам противника. Сразу же было подбито несколько танков. Немецкие танки, развернувшись, обрушили весь огонь по батарее Шуклина. Часть танков начала обходить батарею с флангов. Батарея понесла большие потери, но продолжала вести огонь. Было подбито 20 немецких танков. В батарее остался только один наводчик. Позже выяснилось, что это был товарищ Протодьяконов. Командир батареи был ранен, они вдвоем продолжали вести огонь из двух уцелевших орудий. Часть танков прорвалась на опорный пункт батареи и стала утюжить район огневых позиций. Орудия были раздавлены вместе с расчетом, вернее, с остатком расчета. В том бою, к сожалению, погибли командир роты Шуклин, заместитель командира роты Афанасьев и другие командиры батарей, расчетов. Он в этом бою остался один из расчета, но благодаря своей смекалке, находясь на нейтральной полосе, уничтожил он 3 фашистских танка, называемых «Тигр». Значительно позже, во время наступления наших войск на Запорожье, выяснилось, что наводчику Протодьяконову, раненому и контуженному, удалось выползти из района опорного пункта батареи. Он был подобран и направлен в медсанбат. Просто некому было писать представление о присвоении звания Героя Советского Союза. Вот, отражая атаки танков, погибли командир 2-й батареи Шуклин, а ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Командир 5-й батареи, где служил наш земляк лейтенант Самородов, и заместитель командира дивизиона по строевой части старший лейтенант Дятлов. Вот поэтому некому было оформить документы для того, чтобы нашему земляку Гаврилу Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он, оказывается, постоянно учил нет, танк учил. Он наших танкистов подходил и спрашивал, вот где уязвимое место? И вот я как помню, показывал на под сигарой, и вот говорит, башня. Вот башня как ходит. И между башней и корпусом, говорит, даже гвоздь положишь, уже пушка, говорит, не вертится. И вот когда на голой долине танки пошли, а танки шли не так вот, а друг за другом. И они шли вот, вдоль улицы садятся, это яблони. Они валили яблони и так вот шли. И вот когда там идут, когда где-то подозрительное место, видели, стреляют. И вот, который под дубом стоял, дуб срубили.
и этот друг упал на пушку, а второй вот заранее встретил, то один выстрелил, всех уложили. А я просто сижу, молчу. И вот когда так вот поверну, башню, туда, он между башней и этой корпусом снарядом чирикнул, и все заклинило. И он тут, а под пулемет это спокойно, я спокойно пулемет слушаю и сижу. Я говорю, так, если хочешь не стрелять, он должен был поставить. А у меня Сам должен повернуться, да. Ну, если хочешь стрелять. А снаряд его не бьет. А я сижу и потихонечку стреляю, потому что когда даже не пробивает, если снаряд попадает, это так, глушит человека. А металл же. Ну, ты же сидишь как кулак же, бочки. Я сижу, стреляю, я сижу, стреляю, дети стреляю. А так где стоят, не могут. И так пошел назад. И уперся, последующий танк. И вот так, аж как лошадь, вот так стоит, говорит. А я брюхо застреляю, опять не попадает. Не берет. Потом говорит, все равно ты повернешь, ну все равно поставишь. Ну как тебе надо не уйти, или как тут? И я это время, говорит, поворачиваю, бык, гад, то есть второй поворачиваю, бык, третий бык, а третий остальные все назад пошли. Вот так вот. Описанный тобой факт относится к августу-сентябрю месяцу 43-го года в районе города Купинск. Наша 79-я стрелковая дивизия форсировала реку Северный Донец и захватила плацдарм. Командир батареи, в которой служил ты, был майор Илья Шуклин. Он погиб на этом же плацдарме. Командир дивизии был генерал-майор Батюк. Он тоже погиб в бою за Голую долину. Действительно, мы с тобой встретились уже после того, как взяли Одессу. Подробности встречи и разговоров в памяти восстановить не могу. О том, что взял я от тебя справку удостоверяющую, что ты подбил 3 танка, это я помню хорошо. Но это было 5 мая на маршруте к границе Бессарабии. В этот день шел холодный липкий снег, грязь, холод. Истощенные новобранцы выбивались из сил, на ходу падали и умирали. У командира полка Заплечного погибло 20 бойцов. 6 мая стало уже тепло. Мы прибыли в деревню Пугачень на Кишиневском направлении, переправились на плацдарм Днестр. Утром 10 мая 1944 года фашисты пошли в атаку, здорово потрепали нас. Роту мою окружили, я был тяжело ранен. Все документы вроде пришлось старшине роты уничтожить, в том числе и твоя справка была сожжена старшиной Гульченко. До сих пор друзья и родственники Гаврила Дмитриевича пытались восстановить справедливость, строча ходатайство. Протодьяконов умер в 1974 году. Заслуженную награду, звание Героя Советского Союза, солдату присвоили посмертно в 1998 году указом Постоянного Президиума Верховного Совета Советского Союза. К сожалению, данный орган является общественной организацией и не является легитимным. Память отца в этой семье священна. Как реликвии хранятся его награды, фотографии, сохранились 2 военных дневника, которые привез с войны Гавриил Дмитриевич. Это толстая школьная тетрадь и небольшой ежедневник в твердом переплете со справочным материалом и иллюстрациями на немецком языке. Этот дневник вел сначала немецкий офицер, а потом наш воин. Досталась эта книжица нашему герою после боя как военный трофей. В этом ежедневнике Гавриил Дмитриевич аккуратно записывал все свои сны, многие из которых были вещими. В феврале 1945 года Гавриил Дмитриевич Протодьяконов лично на подступах к Берлину захватил в плен немецкого офицера, за что был награжден медалью «За отвагу». Гавриил Дмитриевич был демобилизован в ноябре 1945 года. Всю свою послевоенную жизнь отдал воспитанию детей. Работал учителем, директором школы, до выхода на пенсию был заведующим детским садом в родном селе Чеппора, а уже в пенсионном возрасте работал воспитателем группы продленного дня. Вместе с супругой Прасковьей Алексеевной Рудиной Протодьяконовой, отличником здравоохранения Советского Союза, вырастил и воспитал 9 детей. Дважды Герой Советского Союза, маршал легендарной 62-й армии Василий Иванович Чуйков лично знал простого солдата. Всегда приглашал его на юбилейные празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москву и Сталинград.
Образ бойца запечатлен на панораме Сталинградской битвы в городе Волгограде наряду с такими легендарными защитниками Сталинграда, как герой Советского Союза, снайпер Василий Зайцев, защитник знаменитого дома, герой Советского Союза Павлов, герой-моряк Паникаха. 76-миллиметровая пушка, с которой Протодьяконов прошел дорогами войны, установлена перед зданием музея Сталинградской панорамы. В музее Сталинградской битвы хранятся его боевые награды и личные вещи. В музее школы в Чеппоро, в Чурапче и в городе Якутске собраны материалы о нем, хранятся личные вещи. Первую свою боевую награду, медаль за отвагу, как свидетельствуют документы Центрального архива Министерства обороны, Гавриил Протодьяконов получил 31 января 1943 года. Второй медалью за отвагу награжден 4 августа 1943 года за то, что в боях за деревню Голая долина из 45-миллиметровой пушки открыл ураганный огонь по частям движущегося противника, отбил 2 атаки пехоты и подбил 1 танк. Третьей медалью за отвагу награжден 20 мая 1945 года. В боях за Берлин огнем своей пушки, установленной для прицельного огня на улице Потсдамштрассе, открыл дорогу для наступающей пехоты и при этом уничтожил 2 вражеских заслона, преграждающих улицу, 2 пушки ПТО и станковый пулемет. Кроме медалей за отвагу, был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, а также медалями за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за победу над Германией и знаком «Отличник артиллерии». В феврале 2010 года телережиссер Иван Кривогорницын и поэт Сергей Прачев посетили места боевой славы, по которым в годы войны прошел отец Сергея, младший лейтенант Василий Прачев. Осенью 1942 года он в составе 193-й стрелковой дивизии участвовал в боях за Сталинград. Об этом был снят фильм, в котором авторы увековечили подвиг Василия Прачева и его боевых товарищей. Ты, Гавриил Дмитриевич, хороший человек, как в годы Великой Отечественной войны. Опиши мне подробно свой боевой путь. О боях в Сталинграде. В бою на Голой долине было подбито всего 4 танка. Пиши, буду отвечать. Посылаю свою фотографию. Желаю доброго здоровья. С уважением, Василий Зайцев. Работа по увековечиванию памяти Гаврила Дмитриевича Протодьяконова продолжается и сегодня. Напомним, что в 1965 году маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков писал представление Президиум от ЦК КПСС о присвоении звания Героя Советского Союза. Но, к сожалению, ни тогда, ни после Гавриил Дмитриевич свою награду не получил. Например, указ Постоянного Президиума Верховного Совета СССР от 1998 года о присвоении звания Героя Советского Союза под подписью Сажи Умалатовой, к сожалению, не является легитимным, так как после подписания Беловежского соглашения о создании СНГ Советский Союз перестал юридически существовать. Дальнейшая работа исследователей героического пути Протодьяконова, как показывает опыт работы над представлением звания Героя Российской Федерации Стрекаловского, нашего земляка, должна проходить в подобном русле. Хочется отметить, что президент Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов в 1989 году, будучи председателем районного совета народных депутатов Чурапчинского района, также писал представление к званию Героя Советского Союза Гавриилу Дмитриевичу Протодьяконову. Надеемся, что наступит тот час, когда наш воин, якутянин, будет удостоен заслуженной награды. Ведь его героизм сквозь время и годы не стерт с памяти исторических документов и якутского народа. Seri bolla yeden emiske etin epitini aymata an yedaydunu taride tastaq Allah'ım. Terü ilik oğlarım telkelerin tastarigar yitilibit yaserim kaskilinin nigar narak parsırdık sanala estağper siti batastaq Kırgız kanak artıgar kırık attam bolunjen erki begatıleten ehem serigar bitan.
Хан от сери сатылан күстілер, бардамын тұз қату көйге үрділер, саныға қалылар, чорап тем чараңам.